Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Председатель Халк Маслахаты Туркменистана осмотрел строительство медицинского центра. В Туркменистане начал работу новый посол Испании. Глава МИД Туркменистана обсудил перспективы сотрудничества с представителем ЕС и другие новости. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку по столице, ознакомившись с ходом строительства Международного педиатрического центра. В центре будут внедрены передовые технологии искусственного интеллекта, которые существенно повысят качество медицинского обслуживания. Особое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных специалистов. Отличительной особенностью центра станут лабораторные отделения с возможностью быстрой диагностики. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов получил поздравительные послания от глав государств по случаю начала священного месяца Ораза. Официальные лица Египта, Иордании и Ливии выразили самые теплые пожелания главе туркменского государства и народу Туркменистана. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов провел встречу с новоназначенным специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Эдуардсом Стипрайсом, в ходе которой стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах. Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмед Гурбанов провел встречу с новым послом Испании Рикардо Мартинесом Васкесом, который прибыл в Ашхабад с визитом. В ходе встречи дипломаты обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и наметили стратегические направления взаимодействия между странами. Жительница села Бактылы Сарагуль Матиева в январе 2025 года отметила свой 117-й день рождения, что делает ее самой пожилой женщиной в Туркменистане и в мире. По официальным документам Матиева родилась 1 января 1908 года. В молодости она трудилась в сельском хозяйстве, пережила годы Великой Отечественной войны, работая в тылу. Саргуль Матиева вышла замуж за односельчанина Матибо Заганова. Вместе они воспитали 6 детей. Сегодня у нее уже 43 внука, 97 правнуков и 9 праправнуков. Ее муж скончался в 1982 году. Более 1200 жителей Джакарты, столицы Индонезии, были вынуждены покинуть свои жилища из-за разрушительного наводнения, охватившего город. Причиной бедствия стал выход из берегов реки Чиливунг, вызванный обильными осадками. В результате разгула стихии первые этажи сотен домов оказались полностью затоплены, а уровень воды в некоторых районах достиг отметки в 1,5 метра. В научном центре Либерти в штате Нью-Джерси открылась выставка, посвященная трагической истории лайнера «Титаник». Одним из наиболее интересных элементов экспозиции станет воссоздание последнего ужина, которым наслаждались пассажиры первого класса незадолго до крушения судна. Посетители выставки смогут погрузиться в атмосферу того времени, отведав блюда, которые подавались на борту «Титаника». Ахал одержал победу над Небичи в первом туре чемпионата Туркменистана по футболу среди команд высшей лиги. Встреча прошла в Генгешлике Бабараб Гёктепинского этапа и завершилась со счетом 2-0. Отличились Махтамберды Беренов и Гурбан Анаев. Нападающий сборной Туркменистана по футболу Михаил Титов подписал контракт с клубом «Узген» из Киргизстана. 27-летний футболист, выступавший за туркменские клубы Алтын-Асыр, Аркадак и Небичи, продолжит свою карьеру в киргизской премьер-лиге. Контракт Титова с «Узгеном» рассчитан на 1 год. Новый клуб Титова представляет одноименный город с населением около 70 тысяч человек. Узбекский «Пахтакор» одержал победу над саудовским «Аль-Хилялем» в первом матче 1/8 элитной лиги чемпионов АФК. Встреча, состоявшаяся в Ташкенте, завершилась со счетом 1-0 в пользу хозяев поля. Ответный матч запланирован на 11 марта. Согласно данным немецкого портала «Трансфермаркт», рыночная стоимость «Аль-Хиляля» составляет 178,5 миллионов евро, а «Пахтакора» около 12 миллионов евро. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.